эффективно помогать своим близким. Короткое содержание. Значит, мы пробежимся сегодня юридические аспекты, конкретно что дотычно несовершеннолетних, психологические аспекты изоляции, как она влияет на человека, что делать и чего не делать, если вашего родственника забрали, чего делать ни в коем случае нельзя, чем вы его навредите, как устроена тюремная система Беларуси, ее структура, как собрать правильно посылку, передачу, бандероль в тюрьму, как устроена неформальная иерархия в тюрьме, под это будет довольно много времени посвящено, как работает режимная и оперативная служба в исправительной колонии в тюрьме, как поддерживать своего родственника, когда он уже в зоне, уже отбывает наказание, ну и очень много времени потратим на ответы на вопросы. Значит, будет разбит на 2 блока, 1:15, потом небольшой перерыв, 10 минут, там, кофе, чай, все дела, потом еще 1:15, и время у нас арендовано до 3 часов, семинар заявлен до 2-2:30, но до 3 часов я готов отвечать на ваши вопросы. Вот, поехали. Значит, вот это, чем регламентируются правовые рамки задержания и применения физической силы. Значит, это Уголовно-процессуальный кодекс. Вообще, если вашего родственника арестовали, это должна быть ваша настольная книга. Это закон об органах внутренних дел и об органах государственной безопасности. То насилие, которое может быть применено против задержанного и каким образом, тоже регулируется там. Что нужно понимать? Первые часы задержания – это всегда шок. Человек в этот момент, никто никого не задерживает, когда он этого ждет. Никогда человек не сидит и думает, так, через 15 минут меня задержат, это самое. Это всегда шок, неожиданность. Соответственно, человек в момент задержания раздавлен, придушен. Часто его в этот момент подвергают насилию, чтобы еще больше сломать его волю. Отсюда это делается намеренно, сознательно, для того, чтобы человек раскаивался. Естественно, человека, его воля подавлена в первые минуты после задержания. У него полная неизвестность по поводу его дальнейшей судьбы. Часто, если этот человек понимает, что его там с большим весом там, той же наркоты принимают, он понимает, что все, его жизнь закончилась. И психике очень трудно эту мысль переварить за 5 минут, практически невозможно. Отсюда, еще раз говорю, шок. Это состояние, конечно, оперативниками используется на всю катушку. Запомните, очень важный момент. 80-90% уголовных дел раскрываются благодаря показаниям, полученным в первые дни или даже часы после задержания. Человек напуган, он готов на все, чтобы облегчить свое положение. Часто у него снижен порог критичности, он верит в то, что ему говорят оперативники, рассказывает все, что им надо, и отправляется на огромный срок, естественно. И, естественно, человек, когда задержан, ему что в первую очередь делают? Изолируют. Изоляция усугубляет все вышеназванные ощущения. Дальше очень частая практика подсаживать так называемых внутрикамерных агентов. Если человек обвиняемый по тяжкой, особо тяжкой статье, это будет сделано всегда. Всегда, когда он попадает в ИВС, сейчас немножко о местах заключения, по схеме. Когда он еще в статусе подозреваемого, он попадает в ИВС, практически всегда с ним рядом будет сидеть внутрикамерный агент, который будет маскироваться там под обычного мужика и такое между делом, ну так что ты сидишь, так что вы там с пацанами там закладку делали, например, да, там, и что вы там, машины милицейские сжигали, да, и разводить человека на откровенность. Зависит все очень много от профессионализма агента. Это может быть там какое-то топорное очень вызнавание, да. Задержание, ко мне подсел смотрящий за камерой, бывший мент. Меня вообще закинули в камеру БСников, бывших сотрудников. Я не знаю, с чем это связано. Может, потому что там агент сидел подходящий, может, потому что я в прошлом судебный исполнитель. И он мне давай, так а что вы, расскажи, так что вы делали? Покажи свой постановление о предъявлении обвинения. Ну, так это вы делали? Я говорю, ну мы, говорю, делали. А это? Я говорю, ну это не знаю. А я понимаю же, что что-то не то. Теперь по специфику относительно несовершеннолетних. Вот это вы видите статьи ОПК, которыми регламентируются все действия в отношении несовершеннолетних. Самое главное, допрос несовершеннолетнего не может проводиться более 4 часов в день. Что? Это дальше, да? Да. Имеет право на законного представителя или родителя. И должен содержаться отдельно от взрослых. Сразу запомните, все эти правила нарушаются. Все.
И допрашивают больше. Я даже сидел в камере, с нами посадили 16-летнего пацана. Ну, как бы 3 взрослых мужика и 16-летний малолетки. Что за дела? Тем не менее, это происходит. Практика раскрытия дел, как часто раскрываются дела, каким образом раскрываются дела по 328. Принимают кого-то одного из группы или даже из 2 людей, которые были потребителем. Часто, не часто, а всегда на него давят, без давления, без психологического давления, без угроз, шантажа, оскорблений. Не раскрывается ни одно уголовное дело, особенно тяжкое, особенно по 328. Часто избивают при этом. Потом берут остальных по такой же самой схеме. Как я уже сказал, любят вычленить главного и сделать из него лидера группы. Потому что если есть группа, должен быть и лидер. Хотя это часто совершенно не так, это просто компания друзей, но им по делу нужен лидер. Почему это происходит, я думаю, все понимают, потому что за раскрытие особо тяжкого преступления он получит больше премий, наград, перспектив повышения по службе, нежели за раскрытие менее тяжкого. Ну, это, да, причина, почему 328 первую часть часто натягивают на 3-ю, 4-ю и так далее, на ровном месте. Далее. Что делать, если это происходит, если задержали, избили и так далее? Здесь перечень случаев, когда вам стоит обращаться к правозащитникам. Первое. Избили во время допроса. Железно. Правозащитник сразу жалобу в прокуратуру и службу внутренней безопасности, МВД. Оказывают давление по месту заключения, а именно не отказывают медицинскую помощь, избивают, создают невыносимые условия. Когда вы слышите про эти загоняния там, во всевозможные касты неприкасаемых, о чем мы будем вести речь позже, тоже обязательно трубите во все трубы правозащитникам, журналистам и так далее. И если сьют месту заключения, статью 411. Если кому нужны контакты правозащитников, у нас, я недавно узнал, что у нас, оказывается, 19 правозащитных организаций в Беларуси. 19. Но я думаю, вы понимаете, что делом из них занимается всего пара-тройка. Я могу подсказать вам конкретно, к кому обратиться, кто не обманет, кто не сольет ваши данные ментам. Вообще многие почему-то думают, что правозащитники там что-то кому-то сливают, что знают менты, знают и правозащитники знают менты. Это не так. Если вы, есть, конечно, такая, вы, может быть, слышали, Красовская-Каспирович, да? Про нее, я думаю, вам рассказывать не буду, вы лучше меня знаете, но в целом наши правозащитники свое дело знают и действуют активно и старательно, не гонят. Очень важный момент. Каждый раз, когда я даже консультировался с правозащитниками, говорю, я буду разговаривать с матерями осужденных, как им подать вопрос обращения к вам. Они все говорят в один голос. Очень многие приходят, начинают жаловаться, то плохо, это плохо, избивают. Но специфика работы их такова, что необходимо эту информацию обнародовать. С фамилиями, иногда без фамилии. Потому что это дает очень важный эффект, и потому что им это просто надо для их работы. И тут же очень многие родственники дают заднюю. Поэтому, если вы не готовы на обнародование, если вы не готовы идти до конца, если не готовы, что на вас будет в ответ на обнародование, на обращение к правозащитникам оказывается давление, лучше не обращайтесь вообще. Вы заберете и у людей время, и себе толком пользы не принесете. Запомните, очень важно, если вы пошли к правозащитникам, обратились, решили обнародовать, 90% что на вас начнется давление. Первое, что вам позвонят или сообщат, или вызовут милиционеры, которые это ведут дело, или как-то к этому относящиеся, они скажут, будет хуже. Вот вы обнародовали, до этого мы еще могли как-то по-тихому где-то что-то с вами уладить, а теперь будет хуже. Вранье. Никогда не верьте этому. Всегда идите до конца, обнародуйте. Я практически не знаю, сколько, я уже 15 лет политическими делами занимаюсь, какими-то вопросами, и помог в репрессиях огромному количеству своих товарищей. Не знаю еще ни одного случая, что после обнародования стало хуже. Вот реально, ни одного. Может начаться какое-то по мелочи давление. В принципе, на меня, после того, как меня официально признали политзаключенным, давление усилилось. Это факт. Но мой случай был уникален. Одно в одном месте усилилось, но в другом месте я стал в большей безопасности находиться. Да? Например, менты в колонии, они пресекали любое несанкционированное насилие в отношении меня. То есть они могли мне делать плохо, но зэки не могли, потому что я политический. Вот. Поэтому всегда советую сесть, хорошенько подумать, идти до конца. Кто главные враги задержанного? Страх, усталость, надежда. Страх, потому что он толкает человека на неадекватные поступки и на нерелевантную оценку происходящего. Запуганный человек, его можно заставить делать все, что угодно. Сдать друзей, сдать самого себя, принять какие-то дурацкие решения. Усталость, понятно. В процессе усталости у человека снижается критичность восприятия. Почему всегда они любят себя потягать,
Дома тебя приняли, шмон. Потом повезли в РОВД, в камеру, там оформили несколько часов. Допрос один, допрос второй. Адвокат, не адвокат. Ты думаешь в этот момент, у тебя там мозги просто кипят. Потом тебя везут в ВВС. В ВВС сначала в стакане посидишь, потом тебя опять обшмонают, потом тебя закинут в камеру, потом... Это маленькое помещение для временно задержанных. Ну вот размером примерно как этот столик, да, по площади. Вот, ты там тусишь, ждешь, пока тебя закинут в камеру. Вот. Одно, второе, третье. К концу дня, естественно, они стараются принять себя с утра, чтобы к вечеру... Ну, вообще, я не знаю по закону, по-моему, даже это не регламентируется, но считается, что это очень временно. Редко бывает, что держат долго-долго, но в качестве психологического давления и это может быть. Ну, сутки, конечно, не будут, да, они, как бы, я думаю, побоятся. Но час, два, три, да даже 15 минут там сидеть, это напряжно. Вот. И к концу дня у тебя уже критичность восприятия снижена, ты хочешь только упасть на нары, чтобы тебя не трогали, и тут же они приходят, бах, тебя, например, допрашивать. Вот, поэтому усталость – это, конечно, первый враг задержанного, особенно в первый день. Почему стараются принять с утра, чтобы к концу дня, к вечеру с тобой уже разобраться. И третий враг – это надежда. Некоторые со мной спорят, но по моей практике, эта надежда – это то, что реально тебе мешает, особенно если ты понимаешь рационально, что ты будешь сидеть, скорее всего. На что я советую всем? Если тебя задерживают, всегда приготовься к худшему. Лучшее ты всегда воспримешь. Твой мозг всегда будет к этому готов, твоя психика. Всегда готовься к худшему. Перешагнул порог камеры, все. Забудь про прошлую жизнь. Конечно, психике очень тяжело к этому адаптироваться. На воле у тебя девушка, семья, работа, интернет, социальные связи. Все на свете. Это адаптация не одного дня. Но это нужно делать, начинать сразу. Потому что надежда человека ломает. Ну, это в Америке такое случается, что у них у каждой семьи свой юрист-адвокат. У нас такого пока нет, но, наверное, надо к этому идти постепенно, учитывая, сколько белорусов сидит. Лучше всегда иметь друга, хорошего адвоката, которого вы доверяете. И также очень-очень осторожно относитесь к предложениям дать взятку. Во-первых, это может не сработать. Никто вам не гарантирует, что судья там за взятку даст хорошее решение. Во-вторых, это может быть провокация. В-третьих, по особо тяжким делам... это может быть просто развод самого адвоката. Ну, то есть, который... В общем, старайтесь от этого держаться подальше, от всех вот таких предложений. Я понимаю, что когда задержали кого-то из родных, всегда хватаешься за соломинку. Никаких вести доверительных разговоров, не пытайтесь их разжалобить. Запомните, они делают свою работу, у них есть цель – посадить вашего ребенка или друга, брата, свата или вас. Они эту цель будут преследовать. У этих людей уже давно произошла профдеформация. Вы их не разжалобите. Рассказами о том, какой он там хороший мальчик, вы их не убедите. Никаких доверительных бесед. Неоднократно были случаи, когда задерживали родственника, а, например, ну вот я по своей специфике, да, там моих товарищей из анархического движения, и говорили, и родные, не зная, чем он занимается, они начинали рассказывать, ой, ну он же там туда ходил и с этим дружит, а вот друзья у него такие. Так начинали еще при обыске помогать. Ну вот и да, вот там поднимает, у него там какие-то книжки лежали. Ни в коем случае этого не делать. Ворвались, делают, пускай делают. Не помогаете, не подсказывайте. Холодно, отстраненно. Фиксируйте все их действия, фиксируйте нарушения. Нельзя им верить. Запомните, сотрудник милиции – это профессиональный лжец. Ложь – это составная часть его профессии, крайне важная. Никогда им не верьте, что бы они ни говорили. Если вы прорвались к своему родственнику, либо вам дали свиданку, в исключительных случаях бывает и на ИВС свиданка может быть дана. У меня такое было. Вот. Дали свиданку, либо увидели его в клетке, либо где-то через адвоката передается. Ни в коем случае нельзя, как многие матери, к сожалению, делают. Осуждают. Вот ты, из-за тебя на нас все родня косо смотрит. Нельзя. Читать морали там. Вот мы тебя там воспитывали, там, а что там, отец твой там и так далее. Это тоже нельзя. Поверьте, ему так сейчас настолько хреново, насколько только может быть. Нельзя плакать. Это действует на психику разрушающе. Когда твоя мать плачет, или там отец, или кто-то еще, вы просто убьете их, загоните еще большую депрессию. Но я понимаю, что не хочется поплакать, но это надо делать не со своим осужденным там, сыном или родственником, потому что вы усугубите только его боль и его страдания. И, конечно же, нельзя упрашивать во всем признаться, потому что многие, к сожалению, родственники верят в то, что им лапши на уши навешивают менты, и они подходят, да, там сознайся, там
Еще очень частый момент, звонят кому-то со своих родственников, находится друг, брат, свата, мент, и этот мент, естественно, советует, да пускай во всем сознается, и типа и съедет, и дадут ему по минимуму. Никогда этого не делайте. Как бы это ни звучало, оставьте эту ситуацию на разруливание им лично, им и адвокатам. Он сам поймет, особенно если нормальный адвокат, он сам поймет, как ему действовать в таких ситуациях. Ну а если не поймет, то самое худшее, что он может сделать, это во всем признаться и сдать друзей. Бывают случаи, когда, да, после этого человека освобождают. Но, во-первых, как ты будешь жить, извините, зная, что ты 3 человек посадил на 10 лет, и как ты будешь смотреть в глаза. Во-вторых, гарантии никто не даст. Есть, да, вероятность, что он сам спрыгнет. Но есть вероятность, и таких случаев было уйма, когда он сам первый поедет на больший срок. Кто больше сдавал, тот больше и получает. Я вот знаю кучу таких случаев. Поэтому это такая рулетка, никогда в нее не играйте. Гните свою линию и точка. Тюрьма номер 4 Могилев, там же СИЗО. То же самое Жодино, там и крытка есть, и СИЗО. Гродно – это крытая для строгого режима. Тюрьма 4 Могилев – крытая для общего усиленного режима. Я там отбывал. Тюрьма 8 Жодино, крытая тоже для общего усиленного режима. В какой-то момент ее закрыли. Оттуда развезли всех крытчиков по другим зонам, но потом внезапно открыли опять. Я не знаю, с чем это связано, но до недавнего времени это была единственная зона, откуда зэков раскручивали по 411. Ранее была негласная договоренность, такая негласное правило, что если зэка уже вывели на крытую, то по 411 его не крутят. Все, он уже оттуда или освобождается, либо, если срок большой, едет обратно в зону. Сейчас этого нет. Но Жодино стала первой крытой еще в Беларуси, откуда раскрутили людей по 411 статье. Было это за отказ делать зарядку. Ну все, по СИЗО пошли. Володарка, Витебск, очень плохое СИЗО. Строгий, очень жесткий режим, кафельный пол, видеокамеры, динамики в камерах бьют. По крайней мере, раньше так били, сейчас не знаю. Очень там только плохое слышал за это СИЗО. Гомель, СИЗО как СИЗО, Бобруйск, Баранович и Брест. Ну, ничего особенного сказать не могу. Так. Да, по поводу отбывания наказания. Бывают случаи, что можно остаться отбывать наказание на СИЗО по твоему желанию. Это так называемые козлы или баландеры. Поскольку в СИЗО ментам нужна хозобслуга, уборщики, библиотекари, кто готовит еду и развозит раздатчики, им нужен определенный круг хозобслуги в СИЗО, в следственном изоляторе. И согласно УИК, если у тебя срок до 7 лет, и ты ранее не отбывал наказание в местах лишения свободы, ты можешь написать заявление и остаться на СИЗО отбывать, так, ну, как зэки говорят, в козлобанде. Делать это я никому не советую. Если кто-то когда-то попадет или у кого-то родственники, менты могут к этому склонять, говорить «останься, отстанься», начинают рассказывать, как на зоне плохо, там злые зэки, там злые блатные, тебя там обуют, разденут, еще что-то. Я советую это не делать. Почему? Потому что оставаться, отбывать наказание на СИЗО – это рабство. Там очень тяжелый труд с утра до вечера, спрыгнуть ты не можешь, а уже если поедешь в зону оттуда, то отношение к тебе будет не очень. И очень-очень много работаешь, ничего за это не получаешь, с очень тьмяной перспективой отъехать на УДО. И опять же, это камерная система. Да, ты будешь ходить во дворике тюрьмы, да, там будет у тебя подобие кубриков, ты будешь свободно передвигаться по тюрьме, но это гораздо хуже, чем колония во всех отношениях. Хотя менты очень склоняют многих зэков, особенно тех, за ком есть, как они считают, какие-то там что-то грешки. Они будут говорить, вот ты там в хате, например, там в карты проигрался, или ты там физически слабый, тебя там на зоне задушат, придушат, или у тебя там какой-то петушиный рамс, да, там, извиняюсь за жаргон. Вот, ты поедешь на зону, тебе там будет плохо. Все это фигня. На зоне точно так же, как и везде, то есть... Можно выжить, если быть умным и как бы сильным. Не советую никому. Вот. Теперь по стадии жизни. Как я уже сказал, подозреваемый ты в ИВС, обвиняемый в СИЗО, осужденный тюрьма колония. Так, что положено? Чем вообще эти все режимы отличаются друг от друга? Общий, усиленный, строгий. На строгом режиме 2 передачи в год. 2
длительные свиданки в год и 2 короткие. Аналогично на усиленном, на общем 4 передачи в год и 4 длительные свиданки в год до 3 суток. То есть вот все различие режимов, это говорится там общество. Еще разница в том, сколько денег можешь расходовать на товарку. Меньше всего на строгом режиме, потом средне на усиленном и больше всего на общем. Сейчас, в принципе, на самом деле нормальные магазины во всех тюрьмах-колониях. Летом там можно арбуз купить, можно купить мороженое, сметану, ну реально, были бы деньги. Но есть такой нюанс. Если у тебя более 2, по-моему, нарушений, тебя делают так называемым знупоном. Кто слышал, кто такой знупон? Знупон. Злостный нарушитель установленного порядка отбывания наказания. Вот. Тебя делают знупоном, и ты можешь отовариться только на одну базовую. Это, конечно, мало. Я стал знупоном через 1,5 месяца после попадания в колонию. И, в принципе, если ты не куришь, то тебе терпимо. То есть купил себе сладкого к чаю там, и нормально. Но если ты куришь, конечно, это очень печально для тебя. Вот. Еще говорят, что, я сам это не спрашивал довольно давно, но говорят, что в ларьках цены гораздо выше, чем на воле. То есть, администрация таким образом имеет деньги с зэков. Кроме того, после свиданки в большинстве зон разрешается так называемый вынос. Это когда ты после свиданки до 30 килограммов передаешь своему родственнику, он это несет в зону, и это не считается за передачей. Про это нужно пробивать заранее в колонии. Вот есть группа «Белорусская тюрьма» ВКонтакте, там, я думаю, все будут знать, где, в какой колонии, как разрешено. Когда был ВК-17, там доходило до того, там было даже такое правило, тоже такая очень странная послабуха, что если к тебе приехали родственники, ты на вынос можешь взять с собой овощей и фруктов неограниченно. То есть столько, сколько тебе привезли, хоть 100 килограммов. Там даже в тележках выкатывали, да. Потом это правило внезапно отменили. Я не знаю почему, но вот, к слову, об этом мы будем говорить позже, о провокациях. Главный опер, который, наверное, и отменял это решение, он вызвал к себе свою суку. Сука – это стукач, чтобы вы понимали по жаргону, который... Он знает, разнесет этот слух по всей зоне и сказал, так это детка отец пожаловался, и что типа разрешают вынос, вот мы и запретили. Естественно, ничего мой отец не жаловался, но нужно было настроить против меня как бы остальных арестантов, что он и сделал. Вот. Не скажу, что у меня после этого были какие-то большие проблемы, но вот факт, чтобы вы понимали, как они работают. У нас это работает как бы на усмотрение начальника колонии, и вот у нас конкретно по 3,8 максимум им разрешают 5 килограмм, и опять это только тем, кто как сотрудничает, там в хороших отношениях с начальниками, только так. Всем остальным вынос по 3,8 не разрешен. Вот видите как. Да. Ну вот, это видите, сейчас так сделали. Ну вот ты когда была на длительном свидании, после этого всем другим разрешается с собой, чтобы он не видел от вас. Я приезжаю, и он еще выносит 10 килограмм со свидания. Да. А в вашем случае это было не разрешено вообще? Ну вот видите, что же вы хотели, да? Как кое-кто сказал, чтобы смерти просили. Вот и создали. Ну да, видите, все меняется со временем, вот эти моменты надо пробивать. Все, что на усмотрение администрации, может завтра поменяться. И еще есть такая штука, как бандероль, либо мелкий пакет. Посмотрите в УИКе, да, это написано, сколько, кому на каком режиме разрешено. Я, например, скажу, я накрытый, когда был, мне было запрещено все, я только этими бандеролями и спасался. Раз там в полгода или в год тебе положено 2 килограмма этот мелкий пакет, присылает 2 килограмма шоколада. Ну, можно жить. Дальше, что можно в посылке? Опять же, вот может вы меня поправите, может сейчас что-то уже исправили. И сейчас там, что можно и что всегда нужно. Вот я сейчас назвал вещи, которые всегда при любом режиме каждому всем нужны железно. Это сигареты, сало. Сигареты имеет смысл присылать 2 видов. Значит, чтобы вы понимали, в зоне сигареты разделяются по стоимости. Единички, двушки, тройки и четверки. Раньше, в другие времена, было как бы это все даже, как сказать, записывалось. Это вели соответствующие люди.
устанавливали цены, расценки, какие сигареты чему равны. Ну, как все знают, да, что сигареты – это расчет в тюрьме. Сейчас, чтобы вы понимали, двушки – это дешевые, которые люди, курят небогатые люди. Минск, Корона, НЗ. Более дорогие – это четверки. Это Винстон, Синий, Бонд, Кент и все подобное. Вам, наверное, сам скажет ваш там родственник или кто, но по практике всегда высылается там пару блоков двушек на расчет и пару блоков для себя. То есть, понятно, что-то он будет давать, либо давать тем, кто будет его стрелять бесконечно курить, да, а что-то он будет курить сам. Сало. Ну, без комментариев. Колбаса. Шоколад. Чай. Шлите, опять же, советую слать лист, мелкий лист в больших количествах. Это на чифер, это рассчитаться с кем-то. И в маленьких количествах какой-нибудь крупнолистовой, хороший, вкусный, чтобы пить ему самому. Конечно, я надеюсь, что ни у кого из вас не посядет на чифер родственник, но бывает это нужно, это традиция, ее тоже иногда надо поддерживать. Это А чем может быть связано то, что многие не просят года 2 или 3, чай, ну и сигареты. С чем угодно. Это может быть связано, с тем, что у него что-то вымогают в тюрьме. Это может быть связано с тем, что его никто не напрягает. Ну, ему это реально не нужно, ему это типа все устраивает. Например, он может чай, сигареты выменять потом на то, что ему нужно. Вы ему на товарку деньги кидаете? Это может быть связано с тем, что он в товарке все необходимое покупает. И все. Скорее всего, даже и так. Вот, кофе. Тоже очень хорошо заходит продукт. Лук, чеснок обязательно, потому что это витамины. В некоторых зонах порой могут выдать зимой, когда там авитаминоз, все такое, могут выдать луковицу, могут даже яблоки давали, я слышал, но это как попадет. Надо давать, конечно, самому. Высылать. И гигиенические принадлежности. Бритвы, мыло, шампунь, стиральный порошок. Бритвы, возможно, можно, не уверен. Мыло, оно там, скорее всего, будет бесплатное, потому что оно входит в довольствие, но это будет плохое мыло. Вонять будет псиной. Шампунь, естественно, нет. Можно купить, а может и не быть в товарке. Стиральный порошок точно там не будет, но он... Да, можно и согласен. Ну, в принципе, да, шампунь, но такое себе. Я забыл уже, что там все берется. Видите, вот что значит 4 года на свободе. Уже такие вещи делают. 2 важных лайфхака. Конфеты, сигареты, все мелкое сразу распаковывайте, упаковывайте в прозрачный пакет, потому что вам затребуют это сделать там, в зоне. Стиральный порошок. Это так было раньше в СИЗО. То есть в СИЗО голодака там... Уже не так? Да. А когда, получается, на ИК, наоборот, нужно привозить все вот в этих, и они сами будут тебе распаковывать. И не дай бог, ты приведешь распакованную, но тебе это не возьмут. Вот это хорошо тоже, что сказали, потому что при мне такого было совсем по-другому. Ты привозишь уже распакован. Видите, они уже доходят до того, что и распаковывать при них. Ну, Сидят, причем даже каждую конфетку вот разворачивать. жесть. В общем, отслеживайте все резкие изменения в поведении. Тут, конечно, зависит от уровня доверительного разговора, но старайтесь вывести на доверительный разговор. Не с вами, вышлите адвоката. Пускай адвокат. Главное узнать, что происходит. Что бывает, какие бывают схемы. Он мог начать там азартные игры и сильно проиграться. Соответственно, мама вышли, да, как это в зоне есть поговорка, мама вышли 300, я нашел нардиста. Ну, типа там нарды любят играть, да. Высылаю еще 500, ну, не буду продолжать, там дальше неприлично. Вот. И поэтому это все нужно очень четко отслеживать. В принципе, в целом, операменты, они стараются такое пресекать. Они могут человека, спасая от фуфлыжника, там, от клейма фуфлыжника, посадить в ШИЗО и ПКТ, а его, например, кредитора перекинуть на другую зону или в другой отряд, или просто решить вопрос. Они могут это сделать, потому что им не нужно, чтобы кто-то кого-то там избил или убил в зоне, да. Но они могут этого и не сделать. Вот. Иной раз бывает, что и менты вымогают деньги. Вот если вы знаете, может, слышали про историю Алана Смита, который сидел на тройке, там налажена целая отлаженная система. Скажу честно, я этого не видел. При мне такого никогда не было. Это, наверное, какой-то ноу-хау тройки. Но в целом есть система таких легализованных поборов. Переведи деньги в фонд отряда. Подпишись на газету «Трудовой путь».
Вот. По-моему, даже я подписался один раз, чтобы наладить отношения с отрядником. Я там 10 или 15 рублей в день. Сейчас более актуальная проблема – это вымогательство денег козлами. Когда я приехал в зону 17, там был такой завхоз карантина Реут. Такой здоровая рама 2 на 2 метра. Срок 21 год. За то, что убил человека ударом кулака. Вот. И он, естественно, своей репутацией, своими размерами очень хорошо умел вымогать деньги. Там была постановка какого? Вот как у блатных есть общак, да? Теоретически должен быть. Там был тоже общак, но только козлиный, да? А не блатной. Ты приезжаешь, ты обязан. С каждой передачи 2 пачки сигарет, с каждой передачи посылки чего угодно, и с каждой отоварки тоже что-то там. И мне приходят, начинают говорить эти правила. Я спрашиваю, ребят, подождите, а если нет? Ну, тебя будут все время ставить на дежурство. А дежурство – это в столовую, это по коридору и так далее. Мыть. Чистить картошку, глазки вынимать. Это помимо работы, которой ты ходишь по 9 часов в день. Ставят на дежурство. Там должны это делать менты, а там это делали козлы. Потому что ментам лень этим заниматься, они это скинули на козлов, составление этих графиков. И, естественно, если ты козлам не платишь, ты будешь мылить все время. Я сказал, нет, я не буду этого делать. Ну и хорошо, я лучше пойду в эти наряды. Понятно, отказываешься наряда, едешь в ШИЗО. Ну, то есть вот такой вот власть им дали. Вот. Выход только один. Никогда никому не платить, посылать их нафиг. Если видишь, что начинают давить, если видишь, что начинают давить или угрожать, или тем более бить, сразу на волю эту информацию упуливай. Сразу сообщай, а вы это в СМИ, правозащитникам, ДИН, везде. Вот эти моменты вымогательства в колониях, я думаю, это ни один правозащитник мимо не пропустит. Они обязательно это подхватят. А что это? Вот я слышала, что со счета у детей снимают деньги. Могут снимать за материальное довольствие. Не у всех, а у определенных людей просто взяли там. Куда? На что? Нет, сейчас вроде как новый вышел закон совсем. По иску могут снимать, да? Нет. Вот новый вышел какой-то закон, буквально, наверное, месяц назад, да, совсем свежий, где вот так и сказано, что на якобы какую-то благотворительность теперь администрация колонии может по своему вот... Без его дозволения? Да, снимать деньги. Это именно закон такой вышел совсем недавно. Мне даже сложно это поверить, потому что при мне такого не было никогда, и я даже... Только-только, да. Ну что я могу сказать? Это плохо. Но это надо еще уточнить. Вы читали сам закон? И там так прямым текстом. Ну, у меня тут нет слов. Вот к слову о смене политической системы. Тебя просто берут, крадут гроши из кармана, и все. Ну, то есть, раньше было возможно снять на погашение иска, снимали за материальное довольствие. А сейчас я вам объясню, почему они его приняли. Из-за большого наплыва детей вот этих по 328, которых мамы и папы спонсируют, они видят, что у этих мам и пап есть, это люди как минимум среднего достатка, и с них есть что снять. Раньше кто сидел? Алкоголики, наркоманы, там бомжи, полубомжи, блатные, у которых гол как сокол. А тут заехали люди из среднего класса. И значит, с них можно что-то поиметь. Я думаю, это с такой целью было принято. Одежда, туалетная бумага, мыло, электроэнергия, вода, и все это, за это все учитывается у тебя типа как из зарплаты. Да, до 80% зарплаты тебе может высчитываться. И когда тебе приходит там 2 копейки на счет после того, как ты месяц работал, они это так и обосновывают. Да мы сейчас высчитали за материальное довольствие. Сколько ты света нажег и там туалетную бумагу. Хотя они могли его и не давать. Теперь там у нас инвестиционные на бюджете государства. Да. Но все равно мы скидываемся. Конечно. Ну да, это вот грабительское. Ну вот вы мне сказали, конечно. Но способов это обойти их на самом деле, не обойти, точнее, воевать с этим и хватает. Это и публикации СМИ, и вот такая забастовка. Вплоть до того, я считаю, что сегодня эффективный способ – это выход на улицу. Вот выйти на улицу, конечно, в идеале это, там, не знаю, палаточный лагерь перед ДИНом разбить, да, они бы никуда не делись. Но понятно, что на это очень мало кто готов. Но это бы так, этот вопрос бы зафорсили, что никто бы уже не выскочил. Это вопрос законный и совершенно для нас приемлемый. Мы просто перестаем содержать фильм. И 4 месяца держимся. Крикнули, вот, и все. И никому, ни у кого передачи нет больше. Все. Вот делайте, что хотите. Ни денег, ни передач. Все. Да. Ну, да, это хороший метод, согласен. Так, а дальше про... Ну, можно закон принять, и чего? Было бы желание.
По статье 410 есть такая. Дезорганизация исправительного учреждения. Вот скажут, что они себе не поставили новые унитазы в зону. Все, это вы дезорганизовали. Да? Не, ну как, это, конечно, для зэков. Пошел от кого? Все, задумались сразу, да? Вот. Теперь по сохранению здоровья. Очень советую сразу начать вам с вашими родственниками вести беседу о сохранении здоровья, особенно если сроки большие. Что могу назвать? Пункты. Первое. Бросить курение. Сразу. Это и вам полегче финансово, это и ему полегче. Ему можно сигареты дальше слать, но в качестве расчета. Потому что лет много, стрессов много. Это первое, что надо бросать. Я не буду сейчас о вреде курения, все прекрасно знают. Второе. Бросить чиферение. К сожалению, многие зэки садятся на чифер. Это убивает желудок, убивает сердце и убивает зубы. Не говоря о том, что убивает еще и ваш карман, потому что чая этого не напасешься на чиферистов никогда. Третье. Это заниматься спортом. Сейчас, какая бы ни была плохая зона, практически в каждом отряде, в каждом локальном участке стоит турник-перекладина. В каждой зоне есть стадион. Да, не всегда на него можно попасть. Стадионы, как правило, для козлов. Я вам скажу больше. У нас в 15-й колонии баня даже была. Баня, парилка настоящая.